Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Родила и выбросила новорожденного младенца в мусоропровод. В Москве арестована мать-убийца из Таджикистана. Дитя спас узбекский дворник. Я начал разгребать мусор и нашел пакет, из которого выглядывала нога ребенка. Старый синий троллейбус спасает кыргызских школьников от нашествия шакалов и волков. Учеников младших классов возим бесплатно. Москва не исключает большой войны мировых держав в Сирии. Турция тем временем уже приступила к созданию буферной зоны безопасности на сирийской территории. Теперь мы защитим героический Алеппо. За спиной его защитников вся Турция. Бывший спонсор и кассир российского оппозиционера Навального, сбежавший в Англию бизнесмен Владимир Ашурков, стал экскурсоводом. Он показывает туристам лондонские дворцы и замки путинских чиновников и министров. Мы хотим рассказать о возмутительной клептократии в самых верхних эшелонах власти в России. В Таджикистане меняют конституцию. Парламент республики вынес на референдум проект поправок. И основной из них является та, что позволяет нынешнему президенту Эмомали Рахмону выставлять свою кандидатуру на президентских выборах неограниченное количество раз. Вводить или не вводить изменения в Конституцию Таджикистана будет решать народ в день референдума. Референдум назначен на 22 мая. Дополнения и изменения в Конституцию Таджикистана состоят из 41 пункта. Но в бюллетене для голосования будет только один вопрос. Принимаете ли вы изменения и дополнения, внесенные в Конституцию страны? В числе поправок также снижение избирательного возраста для кандидатов на пост президента с 35 до 30 лет. Это может значить, что если нынешний президент Эмомали Рахмон по каким-либо причинам не захочет баллотироваться, то его место может занять его сын Рустам, которому в 2020 году исполнится 33 года. Чрезвычайное происшествие в Москве. 38-летняя уроженка Таджикистана выбросила с 5-го этажа в мусоропровод своего только что родившегося ребенка. Детский крик услышал дворник, он и спас несчастное дитя. Утром я, как обычно, пришел на работу, открыл дверь, зашел в коридор и услышал плач ребенка. Я не мог понять, что это, поэтому я подошел поближе. Посмотрел вокруг мусорного бака, ничего не нашел. Плач ребенка не прекращался. Потом посмотрел в бак, он был полный. Я начал разгребать мусор и нашел пакет, из которого выглядывала нога ребенка. Я взял ребенка и побежал в диспетчерскую. В диспетчерской тут же вызвали скорую помощь и полицию. Как сообщается, женщина проживала в Москве вместе со своим мужем и другим уже совершеннолетним ребенком. Второго она родила прямо в своей съемной квартире. Сразу же после родов она положила новорожденного в полиэтиленовый пакет и выкинула его в отстойник мусоропровода. После того, как ребенок был спасен, женщину арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» матерью новорожденного ребенка. Сейчас малыш находится в одной из столичных больниц, и его жизни ничего не угрожает. Сотрудники ЖЭКа, которым пришлось участвовать в спасении ребенка, до сих пор находятся под сильнейшим впечатлением. Что случилось, как потом выяснилось, что ребенка выкинула женщина с 5-го этажа. Женщина сейчас арестована, дает показания, я как знаю. Ребенок маленький, только родившийся. Я не могу даже понять этого, потому что я сама мать, и этого мне непонятно. Чтобы так взять и ребенка выкинуть, для меня это шок. А ее, когда спрашивали, почему вы не вызвали скорую, она просто ответила, что я испугалась, не знала, что делать. И взяла, собрала и пакеты выкинула. А это у нее первый ребенок был или... Нет, у нее, я знаю, что сын 18 лет учится в колледже. Вот. Еще есть дети или нет, я не могу сказать. 2 стареньких троллейбуса в кыргызском городе Нарын – единственный общественный транспорт, курсирующий по разбитым дорогам. Его водители иногда работают себе в убыток, но зная, что для горожан троллейбусы не только средства передвижения, но и защита от шакалов и волков, которые периодически спускаются с гор в город, водители продолжают ездить, несмотря на отсутствие помощи со стороны властей. Наш корреспондент Джибек Бегалиева о самом маленьком в мире троллейбусном парке.
Наверное, в мире не найдется больше водителя троллейбуса, который так гордился бы своей работой. В Кыргызстане троллейбусы есть только в 3 городах. В Бишкеке, в Оше и у нас в Нарыне. Поэтому мы гордимся этим. Вот иссыкульцы, например, гордятся своим озером, а мы своими троллейбусами. Токтасун очень любит напоминать. Нарын – один из самых маленьких городов мира, где ходят троллейбусы. По единственной пригодной для проезда улице курсируют 2 старенькие машины. За рулем 2-го троллейбуса с трогательно украшенным лобовым стеклом Туратбек. Он сам открывает двери каждому пассажиру. Но не из галантности вовсе, двери в троллейбусе сломаны. Запчастей нет вообще. Если сейчас, не дай бог, лопнут шины, я сам буду их штопать. Механиков или слесарей у нас нет. Вот так сами ездим, сами чиним. Эту улицу за 20 лет он изучил вдоль и поперек. Вот свежие ямы на новеньком асфальте, которые оставили коммунальные службы, когда искали люки. Их просто взяли и закатали во время ремонта. В областной администрации на это махнули рукой. Их внедорожники таких ухабов не чувствуют, говорит Турат. А в троллейбусах чиновники не ездят. Вот 2-й круг с 2 пассажирами еду. Учеников младших классов возим бесплатно. Взрослые тоже бывают без денег садятся. В Нарыне работы нет. Откуда им взять денег? Ну, вот и подвозим. Не бросать же. Ходить пешком по утрам детям не только холодно, но и опасно. В город иногда спускаются волки и шакалы. Когда несколько лет назад убыточный транспорт встал, родители школьников взбунтовались. Поэтому, говорит Турат, нарынцам без троллейбусов никак нельзя. Разве можно не любить родные места? Где родились, там и пригодились. Вот и служим народу. Это же хорошо. Вот, правда, служить народу иногда оказывается себе в убыток. В дни, когда план по работе не выполняется, недосдачу водителям приходится выплачивать из собственного кармана. Джубек Бегалиев, Азат Интумаков. Настоящее время. Нарынская область. Далее в программе. Москва не исключает большой войны мировых держав в Сирии. Турция тем временем уже приступила к созданию буферной зоны безопасности на сирийской территории. Теперь мы защитим героический Алеппо. За спиной его защитников вся Турция. Бывший спонсор и кассир российского оппозиционера Навального, сбежавший в Англию бизнесмен Владимир Ашурков, стал экскурсоводом. Он показывает туристам лондонские дворцы и замки путинских чиновников и министров. Мы хотим рассказать о возмутительной клептократии в самых верхних эшелонах власти в России. Москва не исключает начало большой войны в Сирии. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в этой войне как противники могут сойтись крупные иностранные государства, в том числе и мировые державы, которые уже сейчас вовлечены в конфликт, но пока сдерживаются от лобового столкновения. Если переговоры не увенчаются успехом, или даже если их не дадут начать, то, наверное, делается ставка на силовые решения. Об этом в лоб говорят некоторые страны, которые руководствуются, как я понимаю, чуть ли не личной ненавистью персонально к Башару Асаду. В то же время, по словам Лаврова, в Москве пока не до конца уверены, что среди участников будущего конфликта будет Турция. Лавров надеется, что союзники Турции, американцы, удержат Анкару от вторжения в Сирию. Между тем, агентство Рейтер распространяет сегодня кадры строительства турецких лагерей на сирийской территории в непосредственной близости от турецкой границы. Турецкое правительство в последние дни настаивало на своем праве организовать так называемую зону безопасности вдоль всей турецко-сирийской границы. Пока ускоренными темпами ведется строительство лагерей для беженцев из зоны боев в районе Алеппо. Но турки не скрывают своих планов об установлении бесполетной зоны над всей Северной Сирией. Власти Турции делают заявление о возможной наземной операции против войск Башара Асада и российских ВВС. Мы вернем наш исторический долг. Когда-то наши братья из Алеппо защищали наши города. Шанлы-Урфу, Газиантеп. Теперь мы защитим героический Алеппо. За спиной его защитников вся Турция. Люди продолжают гибнуть. Города разрушаются. Люди толпами покидают дома. Режим Башара Асада и Россия каждый день сбрасывают бомбы на головы мирных людей, разрушая их жилища. Мы знаем о том, куда именно упала каждая бомба, сброшенная Россией. Мы чувствуем боль Алеппо в своих сердцах. Тем временем кольцо вокруг Алеппо продолжает сжиматься. Повстанцы, защищающие город, испытывают острую нужду в боеприпасах и топливе для техники и заявляют о том, что способны продержаться всего несколько дней.
Это видео агентства Рейтер. На нем один из районов Алеппо, который только что подвергся ковровой бомбардировке с воздуха. Как утверждают его авторы, в налете принимали участие как ВВС армии Асада, так и российская авиация. Госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри возложил вину за срыв межсирийских переговоров именно на Россию. Из российских действий в Алеппо и в регионе становится гораздо сложнее сесть за стол переговоров и начать серьезный разговор. Мы призываем Россию объединить усилия и создать условия для режима прекращения огня и для доставки гуманитарной помощи. США ответили на ультиматум Турции, которая предложила выбрать между помощью сирийским курдам, сражающимся с ИГИЛ, и, собственно, Турции. Ее власти считают курдов врагами куда большими, чем исламисты. И в случае вторжения Турции в Сирию боевые отряды курдов станут для турецкой армии целью номер один. Американцы же, напротив, вооружают курдское ополчение и даже строят на курдских территориях военные аэродромы. Теперь же Государственный департамент окончательно решил, что ссориться с курдами ради Турции Америка не намерена. С Турцией мы партнеры, мы союзники с Турцией, и будем ими оставаться. Никаких вопросов здесь нет. Мы друзья, но даже друзья не всегда соглашаются друг с другом. Турция считает Сирийскую партию «Демократический союз» террористической группировкой. Мы же так не считаем. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, выступая в американском Сенате, заявил, что агрессивная политика России в отношении Восточной Европы стала основной проблемой для безопасности Соединенных Штатов. По его словам, Кремль находится во власти навязчивой идеи о противостоянии с НАТО, и это может подтолкнуть Америку и Россию к новой холодной войне. Власти Северной Кореи вновь сделали шаг к усилению конфронтации с Западом и запустили свой ядерный реактор. Об этом сообщил директор национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в Сенате, сперва в Комитете по делам вооруженных сил, а затем в Комитете по делам разведки. Ядерная программа Северной Кореи, по его словам, представляет собой реальную и серьезнейшую угрозу безопасности США. Но потенциальную опасность для США представляет не только Северная Корея, как объяснил Клэппер. За все время, что я нахожусь на этом посту, я не помню, чтобы нам приходилось иметь дело с таким многообразием различных угроз. Во-первых, угроз, исходящих от суверенных государств, таких как Россия и Китай, особенно если вспомнить об их ядерных возможностях. А во-вторых, угроз, исходящих от негосударственных формирований, таких как ИГИЛ или Аль-Каида. Все эти угрозы весьма серьезны. Идет ли речь о терроризме, оружии массового уничтожения или кибератаках. Далее директор национальной разведки США указал на то, что Россия упоминается во всех главах доклада, где говорится об основных угрозах Америки. Во-первых, по мнению американских экспертов, Россия нарушила договор о ракетах меньшей и средней дальности, хотя в Москве это отрицают. Во-вторых, еще одна серьезная угроза Соединенным Штатам – это растущая активность российских разведслужб, в том числе и в киберпространстве. Сюда относятся тайный сбор информации и действия, направленные на поражение критически важных объектов инфраструктуры. Кроме того, добавляет Джеймс Клэппер, Кремль последовательно осуществляет пропагандистскую кампанию, регулярно размещая в интернете заведомо ложную информацию. Это помогает раздувать в России и за ее пределами антиамериканские и антизападные настроения. Россия демонстрирует свои военные возможности с целью создать имидж мировой державы, добиться уважения Запада, поддерживать существующий в стране режим и преследовать свои глобальные интересы. Цели Москвы в Украине, скорее всего, останутся прежними и в нынешнем году. Потенциальным очагом американо-российского конфликта назван и арктический регион. Чтобы увеличить региональное преимущество в Заполярье за счет своей исключительной экономической зоны, отмечается в докладе, Москва проявляет готовность в одностороннем порядке нарушить существующие международные нормы, действующие в Арктике. Особое место уделяется нестабильности, которую кремлевская политика создает в соседних с Российской Федерацией странах, начиная с Украины. Государства Восточной Европы, включая те, которые входят в НАТО, крайне обеспокоены тем, что Россия тайно или открыто использует против суверенных соседних стран военную силу, как средство достижения внешнеполитических целей. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Уральские депутаты просят президента Путина запретить в России компании, выдающие микрозаймы. В городе Асбест мужчина не смог расплатиться с ростовщиками и повесился. Ставки по таким кредитам часто доходят до 1000% годовых, а методы взыскания с должников недалеки от бандитских. Екатерина Пономарева с подробностями. Окраина кладбища, ряд свежих могил. Среди них выделяется одна с рюмкой водки и бутербродом и фотографией покойника. Весь город знает, в могилу Алексея Носова свели коллекторы. Мужчина повесился во дворе своего дома. В предсмертной записке было 2 предложения. «Я весь в долгах, простите».
грозились вытрясти всю душу и поджечь дом. Соседка Алексея боится показывать лицо, дескать, вышибалы, что трясли деньги с Носова, могут и ей отомстить за разговорчивость. Мужчина занял 25 тысяч рублей у кредитной организации в прошлом году на ремонт машины. Он работал таксистом. Вовремя отдать всю сумму не успел, и долг оброс космическими процентами. Вместо 25 тысяч мужчину требовали вернуть уже 90. Смерть должника коллекторов не остановила. Они переключились на его родных. Они продолжают угрожать, они продолжают оскорблять, они продолжают всю семью просто морально изводить. Алексей Носов брал кредит в микрофинансовой организации. Их по всей России сейчас пруд-пруди. Деньги здесь дают сразу, только по паспорту, без проверки платежеспособности заемщика и под огромный процент. Этот кредит мы пытались оформить на подставное лицо. Берешь 25 тысяч на 16 дней, отдать должен уже 33. Выходит кредит под 730% годовых. Хорошо, а если мне не получится в этот срок вернуть? Можете оплатить проценты и продлить договор еще на 16 дней. Сумма процентов получается от 25,8 тысяч процентов. Продлевать можно 10 раз. Если человек не платит в срок, договор контора продает коллекторской фирме и на этом зарабатывает. Коллекторы, чтобы вернуть деньги, потраченные на покупку договора, начинают выбивать долг. Звонят с угрозами, разрисовывают двери и подъезды, заливают замки клеем и обрезают электропровода. Ужасно, варварские методы какие-то. Я не знаю, как стирать теперь. Потом краска не будет весь подъезд. Под давлением у людей сдают нервы, и многие снова залезают в долги и платят. Или, как Алексей Носов, лезут в петлю. Жаловаться в полицию на вышибал бесполезно. Коллекторы меняют адреса, телефоны и названия фирм. Они фактически, их владельцами рассматриваются как аналог контор рэкетных, по большому счету, которые когда-то были в 90-х годах. Работа микрофинансовых организаций Центробанком разрешена, но не контролируется в той мере, как, например, деятельность банков. А коллекторские агентства и вовсе вне закона. Перекупать долги может хоть частное лицо. После смерти Алексея Носова депутаты Асбеста написали петицию Путину. Они просят запретить в стране этих современных ростовщиков, микрофинансовые займы и конторы, которые их выдают. Сейчас под документом собирают подписи. Екатерина Пономарева, Илья Новиков. Для настоящего времени. Грузинские предприниматели стали главными жертвами экономического кризиса и ослабления курса национальной валюты. Лари падает вслед за российским рублем. Грузия также страдает и от снижения цен на энергоносители. Подробности в репортаже Рейтер. На табло обменников в Грузии постоянства не сыскать. Как и валюты других стран бывшего Советского Союза, лари падает на фоне обвала рубля. За 2 года он потерял около 40% стоимости по отношению к доллару, говорит экономист Гига Беденишвили. В целом, условия ведения бизнеса позитивными не назовешь. Это влияет и на местный рынок, и на предприятия, ориентированные на экспорт. Я полагаю, правительство пытается защитить местных производителей, но это классический случай, когда намерения благие, но то, как их реализуют на практике, результата не приносит никакого. В Грузии, как и в России, больше всех страдают предприниматели, которые возят товары из-за границы. Иван Эчкония – владелец компании, которая продает изготовленные в Европе детские игрушки. Его бизнес на 100% зависит от стоимости доллара и евро. По словам Иване, за последние 1,5 года ему пришлось поднять цены на 15-20%. Около 90% предприятий малого бизнеса закрылись. Вот простой пример. Компании-дистрибьюторы поставляют продукцию супермаркетам. Большие сети более или менее выживают за счет большого оборота, и у них есть поддержка банков. Но маленькие магазины в трудном положении, поскольку за аренду им надо платить в долларах. В январе инфляция в Грузии повысилась до 5,6%, в то время как покупательная способность населения падает. Рост ВВП в прошлом году замедлился до 2,8%, годом раньше был 4,6%. Оппозиция винит правительство, но трудности грузинской экономики в первую очередь возникли из-за кризиса в соседней России. Главные инвесторы в экономику страны – Азербайджан, Турция и Россия. Все они пострадали от падения цен на нефть. И Грузия, через которую идут трубопроводы для прокачки каспийских нефти и газа из Азербайджана в Европу, почувствовала на себе проблемы экспортеров топлива. В Лондоне появился новый экскурсионный маршрут по домам и замкам богатых выходцев из России и Украины. Его организовали борцы с коррупцией, в частности, бывший спонсор и кассир российского оппозиционера Навального, сбежавший в Англию бизнесмен Владимир Ашурков. На одной из таких экскурсий побывали наши коллеги из «Радио Свобода».
В Лондоне нет недостатка в достопримечательностях, но эта автобусная экскурсия по городу отличается от других. Дамы и господа, добро пожаловать на тур по лондонской клептократии. Гидом работает общественный деятель из России, борец с коррупцией Роман Борисович, а автобус наполнен в основном журналистами. Участникам экскурсии показывают дворцы российских и украинских олигархов, тесно связанных со многими политиками, в том числе президентом России Владимиром Путиным. Наша цель не только показать процветающую клептократию, мы хотим пролить свет на тех бизнесменов, основой состояния которых является коррупция, и на тех людей, кто помогает им отмывать здесь нажитые нечестным путем средства. Наша первая остановка — дом номер 5 на Белгрейв-сквер. Этот дом стоимостью в несколько миллионов фунтов принадлежит российскому магнату Олегу Дерипаске. Журнал Forbes окрестил его любимым промышленником Путина и оценил его состояние более чем в $2 миллиарда. Следственные органы нескольких стран допрашивали Дерипаску по подозрению в отмывании денег, но обвинения ему никто не предъявил. Здесь нет признаков жизни. Наверное, никого нет дома. Речь не идет о покупке дома для проживания. Так, они просто хранят свои деньги. Они вывозят свои финансы из России, Украины или Казахстана и просто вкладывают их здесь, поскольку недвижимость Лондона — это безопасная инвестиция. Тем временем в автобусе новый экскурсовод. Теперь это Владимир Ашурков, российский оппозиционер, бывший исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Недавно Владимир получил политическое убежище в Великобритании. Мы хотим рассказать о возмутительной клептократии в самых верхних эшелонах власти в России. Я говорю об Игоре Ивановиче Шувалове, российском вице-премьере. Предполагается, что господин Шувалов смог получить взятки в размере сотен миллионов долларов от ведущих российских бизнесменов. Он инвестировал эти доходы в финансовые активы и недвижимость в Европе и в Великобритании. Недвижимость Шувалова в Лондоне оценивается в 100 раз больше его официальной годовой зарплаты, но он упорно настаивает на том, что заработал эти деньги путем законных сделок. Следующий дом самый маленький в нашем туре, но это Челси, один из самых дорогих районов Лондона. Стоимость этого дома составляет примерно 3 миллиона 300 тысяч фунтов. Он принадлежит Роману Ротенбергу. Его отец Аркадий считается одним из самых старых друзей Путина. И опять спрашиваю то же самое, до каких пор мы будем это терпеть, ведь этот человек даже попал под санкции американского правительства. Один из украинских олигархов действует с большим размахом. Весь этот комплекс зданий, в том числе бывшая станция лондонского метро, принадлежит Дмитрию Фирташу. Он был близким соратником бывшего украинского президента Виктора Януковича. Сейчас Фирташ в Австрии, а США требуют его экстрадиции по делу о коррупции. Есть также подозрение, что Фирташ стоял за оплатой поездок британских парламентариев в Украину во времена Януковича. Я считаю актуальным вопрос о деньгах, которыми господин Фирташ покупал доступ и влияние. На этот вопрос пока не получено ответа. И, наконец, самая дорогая квартира в Лондоне, она принадлежит богатейшему человеку Украины Ринату Ахметову. Его пентхаус по адресу Гайд-парк, дом 1, стоит 136 миллионов фунтов. Он оборудован пуленепробиваемыми стеклами и специальным убежищем для экстренных случаев. Для постсоветских мультимиллиардеров Лондон стал местом, где они могут защитить себя и свои капиталы. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.